Доброе утро, Якутия. Вторник, 5 сентября на календаре. Это «Утро Якутии». Просыпаемся вместе с нами, встречаем новый наступивший день на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Мы, как всегда, приготовили много всего, чтобы настроить вас на продуктивный, радостный, позитивный день. И, собственно, сегодня в эфире мы разберемся, что такое биометрия, для чего она нужна. Побываем в армянском селе у предприимчивого пчеловода, который помогает людям лечить болезни с помощью пчелотерапии. Узнаем, чем чревато устанавливать простые пароли на свои гаджеты, во сколько обойдется россиянам этой зимой отдых за рубежом и как сделать возврат туристической путевки, если вы по каким-либо причинам не можете ей воспользоваться и улететь. Как бороться с авитаминозом, нам об этом расскажет врач-терапевт, каких правил придерживаться при сборе дикоросов, что почитать на досуге и в каких случаях нужно говорить спасибо. Все это ждет вас в ближайшее время, именно об этом мы будем говорить и не только. Помимо этого, не забывайте про наш телеграм-канал, ссылку на него видите внизу, там же есть и QR-код, который можно отсканировать. В телеграм-канале тоже много полезной информации появляется, которая не входит в эфир, поэтому подписывайтесь, следите, будьте всегда на волне утренней такой, радостной и позитивной. И не забывайте также о том, что обновилось недавно приложение НВК Саха, поэтому скачивайте его, смотрите нас в любое время, в любом месте в прямом эфире. Вот, например, сейчас хочется посмотреть нашу передачу, все, о чем мы сказали, это узнать, а нужно куда-то выходить. Пожалуйста, приложение вам в помощь, оно вам поможет. Ну а по традиции эфир мы начнем, конечно же, с информации о погоде. В районах Якутии температура воздуха была от плюс 2 до плюс 6, в заречной группе от 0 до 8 градусов тепла, в южных от 0 до плюс 1. В Вилюйской группе от минус 2 до плюс 6, в Нижнеленских 4 градуса, в западных от минус 1 до плюс 4, в Колымы-Индигирской группе улусов от плюс 3 до плюс 5, в Янских от минус 2 до плюс 2, на северо-западе от минус 1 до 1 градуса тепла. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 3 градуса со знаком плюс, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем прогреется максимум до плюс 18 градусов. Пунктуальность – важнейшее качество, по которому судят о воспитании и культуре человека. Однако в году есть единственная дата, когда дается некоторое послабление. Это 5 сентября. Сегодня отмечается день опозданий. День, когда можно забыть о часах и немного отклониться от привычного четкого расписания. Конечно, это не касается важнейших сфер человеческой деятельности. В остальном же, если вы уверены в отсутствии серьезных последствий типа выговоров и штрафов, можно и опоздать на пару минут. О том, какие еще события сегодня можно отметить, чем знаменателен день, узнаем далее. На календаре 5 сентября. Сегодня отмечают Международный день благотворительности. Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи в 2013 году. По народному календарю сегодня луп-брусничник. Начинались первые заморозки. «Лупов мороз морозит нос», шутили в народе, и добавляли: «Лупинские морозы на овес садятся, брусникой сластятся». Этот день в истории. В 1666 году в этот день закончился Великий пожар в Лондоне, уничтоживший треть города. За 4 дня, пока продолжался пожар, сгорело 13 200 домов, более 80 церквей и множество общественных зданий. В 1698 году, 5 сентября, Петр I установил налог на бороды, дабы все же привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах. А согласно указу 1705 года все мужское население страны, за исключением священников, монахов и крестьян, было обязано брить бороды и усы. В 1905 году в этот день Россия и Япония подписали Портсмутский мирный договор, завершивший русско-японскую войну. В 1972 году произошел теракт на Олимпиаде в Мюнхене. Он был совершен членами радикальной палестинской организации. В результате жертвами теракта стали 11 членов израильской олимпийской сборной. В 1997 году, 5 сентября, состоялось открытие памятника Петру Великому в Москве.
Памятник расположен на стрелке Москвы-реки недалеко от кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на Крымской набережной. Его общая высота 98 метров. Это один из самых высоких скульптурных памятников России. В этот день родились Сергей Уваров, русский государственный деятель, идеолог образовательной доктрины России. Алексей Константинович Толстой, русский поэт, писатель, драматург. Андриан Николаев, советский космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. Фредди Меркьюри, британский певец, музыкант, автор песен. Именины сегодня у Елизаветы, Ефрема, Ивана, Николая, Павла и Федора. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Минобрнауки рассказали про обновление курса военной подготовки в вузах. Курс основ военной подготовки для вузов должен обновляться по мере проникновения новых технологий в военную сферу. А студентов необходимо знакомить с новинками и осваивать их. Об этом заявил замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев. Ведомство ранее сообщало, что в вузах с 1 сентября появился курс основы военной подготовки на программах бакалавриата и специалитета, а также дополнительных профессиональных программах. Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной госслужбе. Продажа рецептурных препаратов стала строже. Вступили в силу новые правила. Отныне аптеки при продаже рецептурных лекарств обязаны будут вносить реквизиты рецептов в систему «Честный знак». Без предъявления официального бланка с номером и печатью с 1 сентября нельзя будет продать подлежащие предметно-количественному учету препараты, сильнодействующие, содержащие ядовитые вещества, психотропные и наркотические. Как разъяснил Росздравнадзор, правила касаются только препаратов строгого учета, льготных, а также реализуемых дистанционно. Остальные лекарства будут продавать как обычно. И мы считаем, что для пациентов сложностей дополнительных не будет, потому что внесению в систему подлежат только лекарства льготные и из группы предметно-качественного учета, количественного учета. Поэтому сложностей мы не наблюдаем и не предполагаем, в связи с тем, что для пациента и для медорганизации правила не изменятся, а у аптек появится лишняя процедура. Реку Малый Немныр обследовали в Алданском районе. Так проведена контрольно-надзорная проверка, в результате которой найдено загрязнение вследствие горных работ на 2 лицензионных участках в притоках реки. Это ручьи Гоголь и Медведевка. Инспекторы отобрали пробы воды и направили в испытательную лабораторию Республиканской аналитической инспекции для экспертизы. Поскольку эти участки попадают под федеральный государственный экологический контроль, все материалы направлены в управление Росприроднадзора по республике, управление Федерального агентства по рыболовству, а также в Якутскую природоохранную прокуратуру, а также в прокуратуру Алданского района. В Якутии для охотников проведут повторную жеребьевку на оставшиеся нераспределенные квоты на добычу. С 1 сентября завершили выдачу разрешений на добычу лимитируемых видов охотничьих ресурсов, таких как лось, косуля, кабарга, дикий северный олень, лесной популяции снежный баран и бурый медведь. Распределение проводилось путем жеребьевки с помощью генератора случайных чисел, а также решений комиссий в районах. Однако на оставшиеся нераспределенные квоты проведут повторную жеребьевку, допустят заявки, получившие отрицательный результат при ранее проведенной жеребьевке. Дополнительные заявки не принимаются. 2 семейные фермы из Якутии победили в грантовом конкурсе «Агротуризм». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза региона. Это предприятие Быяннах семьи Чемизовых из Горного района и Люксюгюн семьи Ионовых из Вилюйского района. Оба проекта получат по 7,5 миллионов рублей. Впервые Якутия одержала победу в конкурсе прошлого года. Тогда финансовую поддержку в размере около 10 миллионов рублей выиграла семья Яковлевых из Сунтарского улуса. Сам грант «Агротуризм» реализуется уже 4-й год. Его размер составляет от 3 до 10 миллионов рублей.
Нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, которые мешают спать гражданам по ночам, привлекут к ответственности в столице республики. Соответствующие меры попросил принять столичная ГИБДД глава города Евгений Григорьев. Он отметил, что действие дрифтеров на прошлой неделе вызвало справедливое возмущение граждан в соцсетях. На видео видны государственные регистрационные знаки и целый букет нарушений ПДД, в том числе выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. «Прошу наказать виновных», сказал мэр. Утро Якутии. Продолжаем. Россияне устанавливают на гаджеты чересчур простые пароли. Большинство жителей нашей страны устанавливают на смартфоны простые пароли. Об этом сообщают специалисты Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЗЭ. Так, каждый 10-й пользователь применяет комбинацию 1, 2, 3, 4. Другие популярные пароли 4 нуля, 4 однерки, 4 двойки и так далее. С помощью таких последовательностей цифр можно взломать 22% гаджетов, а комбинация 1, 2, 3, 4 дает доступ к более чем 10% смартфонов россиян. По словам специалистов, четырехзначные коды опасны тем, что к ним очень просто подобрать шифр. Это связано с тем, что комбинации из 4 цифр дают 10 тысяч возможных вариантов, а шестизначные уже 1 миллион. Вместе с тем, еще более ненадежным паролем является графический. Все дело в том, что мозг человека лучше запоминает как раз не цифры, а рисунок. Пренебрежение правилами цифровой гигиены может привести к потере важнейших данных и денежных средств. И мы призываем вас повышать свою цифровую грамотность. Ну а тем временем в социальных сетях распространяется информация о биометрии. Вообще, что это такое, для чего она нужна, нам сегодня расскажет Марина Степанова, специалист первой категории клиентской службы центра «Мои документы». Марина, доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, давайте начнем. Вроде сложное слово, кто-то знает, кто-то не знает, кто-то знаком, кто-то поверхностно. Вот я был как-то поверхностно с этим знаком. Попытаемся разобраться, что же вообще такое биометрия. Да, начнем с понятия. Биометрия, биометрические данные – это сведения о биологических и физиологических характеристиках человека, с помощью которых можно распознать его личность. Вообще существует 5 самых распространенных видов биометрии. Это радужная оболочка глаза, изображение лица, голос, отпечатки пальцев и рисунок вен ладони. Непосредственно в единой биометрической системе используются 2 вида биометрии. Это изображение и голос. А для чего вот эта единая биометрическая система вообще нужна? То есть, я так понимаю, она сейчас аккумулирует в себе данные, биометрические данные россиян. Да, государственная информационная система, вот единая биометрическая система, создана в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и создана для того, чтобы повысить доступность получения, предоставления различных услуг и сервисов. Имея биометрические данные зарегистрированные, вы можете открыть счет, например, в банке или открыть вклад в банке, не посещая его лично. Вы можете также удаленно оформить квалифицированную электронную подпись. Сейчас это тоже актуально. Можно защитить свой личный кабинет на портале госуслуг своей биометрии, то есть это еще более безопасно будет. Можно оформить карту болельщика. Это актуально, например, для города Санкт-Петербурга. Тоже удаленно, не посещая различные центры «Мои документы». Даже зачет, экзамен можно сдать, если у вас есть зарегистрирована биометрия. Удобно. То есть, в принципе, все сводится к тому, чтобы, опять же, ну, если мы говорим в разрезе тех же госуслуг, чтобы получать все какие-то вот возможные в данном виде услуги, то есть никуда не нужно будет приходить. Да, это же удобно. Например, даже если вы пришли в банк, забыли паспорт, у вас есть данная биометрия, это тоже упрощает. Ну вот я так понимаю, что многие все равно, у нас часто бывает, что ко всему новому, современному есть какое-то недоверие с какой-то стороны. Это правильно? А правда ли, что для того, чтобы отказаться от передачи своих биометрических данных в эту систему, нужно было успеть написать вот этот отказ до 31 августа? Нет, это неправда. Отказ от сбора, от передачи биометрии можно в любой момент. Привязки нет к дате.
удалить свои биометрии, если вы уже зарегистрировали, тоже можно в любой момент. Да, то есть все, страхи мы все развеяли. Сейчас прервемся мы на короткую паузу, после которой мы вернемся, продолжим говорить про биометрию, вообще, в принципе, про саму систему биометрической системы, поэтому оставайтесь с нами, и мы продолжим. Это «Утро Якутии». Мы разговариваем про биометрию, что это такое, что за единая биометрическая система российская и, собственно, как нам, россиянам, с этим дальше жить. В гостях у нас специалист первой категории клиентской службы Центра «Мои документы» Марина Степановна. Марина, ну вот мы рассказали, что биометрия, 5 видов ее существует. Радужка глаза, лицо, голос, отпечатки пальцев, вен ладони, тоже отпечаток получается. И сейчас создается единая биометрическая система, то есть, которая в каком-то смысле, ну, так вот, если уже сейчас посмотреть, как она предполагается будет функционировать, в какой-то степени будет уже фактически заменой паспорта, может когда-то стать. Другой вопрос, сейчас эти данные биометрические все передаются в эту единую систему, где человек биометрию свою, ну, так, скажем так, неосознанно мог оставить. Ну, имеется в виду без каких-то, возможно, там, подписей, что я передаю свои биометрические данные в каких-то учреждениях. Хочу отметить, что без личного согласия биометрические данные у вас не примут. То есть для того, чтобы передать свою биометрию, вы всегда должны будете подписать обязательно согласие. Это в бумажном либо онлайн, но всегда в письменном. Ну, хорошо, с учетом тогда подписанного соглашения, где у человека сегодня, ну, до появления системы, могли находиться биометрические данные, в каких организациях, скажем так? Ну, в основном самая распространенная организация – это банк. Это в банке, но вы должны целенаправленно, это оборудованные специальные места. То есть вы должны целенаправленно подойти для сдачи своей биометрии. Это определенное рабочее место, оборудованное камерой и микрофоном. То есть можно скачать приложение на телефон, называется «Госуслуги биометрии», и самим зарегистрировать, но это будет немного упрощенная биометрия, стандартная. То есть, грубо говоря, когда там в банке тебя просто сфотографировали на обычную веб-камеру, это не биометрия далеко? Нет, обязательно используются два вида всегда. Изображение и голос. Это то, что касается единой биометрической системы. В системе МВД, например, используется для оформления загранпаспорта другая биометрия. Там идет изображение и отпечатки пальцев. То есть они никак не связаны друг с другом. Вот. Но мы поговорили о том, что, ну, был такой слух, да, что до 31 августа нужно успеть написать там отказ от передачи своих биометрических данных. Это не так, в любое время можно его написать. Абсолютно. Давайте поговорим о том, как же все-таки можно отказаться от передачи биометрических данных. Написать отказ от сбора передачи биометрических данных легко. Вы можете подойти в центр «Мои документы». Для этого необходимо будет иметь при себе только паспорт и СНИЛС. Также можно будет, если вы уже сдали, зарегистрировали биометрию, вы можете через свой личный кабинет на портале госуслуг зайти в раздел «Профиль», там есть раздел «Биометрия». Если биометрия зарегистрирована, там будет указано место, где вы регистрировали, и срок, до какого числа у вас регистрировано. Там же можно онлайн управлять. То есть там же удалить можно будет. Там можно посмотреть все свои биометрические данные, которые уже переданы. Да, которые вы сдавали. Которые даже, может, не передали, но вы уже сдавали ее, и она у вас всегда будет. Ну вот, говоря про то, что банк, наверное, самым таким распространенным местом, где могут быть биометрические данные, является, если банк присылает уведомление, что он передает в ГИС биометрические данные, в этом моменте можно как-то отказаться от этой передачи? Да, конечно. Если вы получили уже уведомление от организации, которая принимала вашу биометрию, вы всегда можете также ответным письмом написать в ту организацию, которая направила вам сообщение, в течение 30 дней. Если они уже передали ваши данные в систему, вы также можете в любой момент отказаться. Удалить, отказаться. Марина, спасибо за исчерпывающую информацию.
Это утро Якутии. Осень наступает по всему миру, но это не повод отказываться от отдыха. К слову, цены на туры в зимний период вырастут на 10-30% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Известиям» сообщили несколько крупных туроператоров. Так, путевки подорожают уже в октябре-ноябре. Речь идет о популярных направлениях. Это Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба и тому подобные. Причины подорожания очевидны: курс валют, повышение цен на перевозку и проживание в гостиницах. Отели Таиланда, расположенные на популярном острове Пхукет, например, уже сообщили, что цены на отдых в этом сезоне будут на 25% выше. Об этом сообщили в пресс-службе Интуриста. В среднем недельный отдых в Таиланде на двоих, это полный пансион и в отеле на 4 звезды, обойдется от 235 тысяч рублей. В Египте то же самое от 196 тысяч рублей. В Объединенных Арабских Эмиратах от 160 тысяч рублей. На Мальдивах от 300 тысяч. Наибольшей популярностью у россиян зимой, по данным Fun and Sun, пользуется отдых в Турции. Его выбрали 39% туристов, 25% проведут отпуск в Арабских Эмиратах, 12% путешественников отправятся в Таиланд, 8,7% в Шри-Ланку и Египет соответственно. По данным Интуриста, востребованными зимой направлениями также становятся Сочи, Мальдивы и Куба. И, конечно же, редкий человек радуется отмене отпуска, но куда сильнее печаль туроператора, когда клиент просит его принять путевку обратно и вернуть оплату. Туроператоры и агентства так не хотят расставаться с деньгами несостоявшихся отпускников, что придумывают правила, по которым возврат стоимости путевки практически невозможен. В таких ситуациях знание законов и помощь опытных юристов помогают восстановить справедливость. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня у нас немножко грустная тема – это возврат туристической путевки. Ну, бывает все в жизни. Итак, у нас следующее основание. Это стихийные бедствия и иные обстоятельства, свидетельствующие о возникшем угрозе безопасности жизни и здоровья. То есть, допустим, сидели и узнали, что вот на Бали цунами. Все, катастрофа. Конечно, путевку возвращаем, есть все основания. И дальше уже МИД России, Минэкономразвития России публикуют на официальном сайте сообщение, то есть о том, что есть угроза жизни и здоровью, и такие путевки не реализуются, да, потому что вы не можете выехать. Здесь нужно предъявить сразу, как вы об этом узнали, уведомление о том, что вы расторгаете в связи с этим договор, если вам туроператор раньше к вам не обратился и почему-то проигнорировал эту информацию. Далее, прекращение туроператором деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам реализации туристического продукта. Ну, то есть был такой период, когда, к сожалению, многие туристические компании закрылись по причине невозможности дальнейшей работы. То есть это вот также является основанием для расторжения договора. Там есть фонд возмещения, вам должны вернуть стоимость полностью. Существенные изменения обстоятельств. А вот это уже, как правило, зависит от самого туриста. К сожалению, болеем, да, неожиданные какие-то трагические события в жизни, существенные, то есть изменения. То есть когда это не зависело от вас. Здесь, наверное, все-таки вот отказ работодателя предоставить отпуск нет, а вот неожиданная необходимость медицинского лечения какого-то, то есть не связанного с ухудшением здоровья, вот, что срочно понадобилось, даже незначительно, это уже, да, это является основанием, нужно обязательно все документы собрать и представить. Если мы просто хотим отказаться, передумали, вот почему-то настроения нет ехать, решили, что совершенно этот туристический продукт нас не интересует, изменились обстоятельства жизненные, наше просто желание, мы имеем право тоже расторгнуть договор. Что мы делаем? Мы обращаемся к своему турагенту, независимо субагент и так далее, все равно это договор от имени турагента, мы можем напрямую обратиться, но лучше, конечно, там, где по месту приобретения, да, потому что вся цепочка будет проще отследить финансовые движения, когда вы оплачивали, что вы оплачивали, сколько вы оплачивали. Обращаемся, пишем заявление, и здесь, если ни одно из вышеизложенных обстоятельств не действует, то есть мы просто хотим расторгнуть договор, нужно сделать это как можно быстрее. Почему? Потому что сумма возвращается с учетом разницы понесенных расходов. Но если вы обратились о том, что вы хотите расторгнуть договор, вам должны вернуть денежные средства, там должен быть представлен расчет с подтверждающими документами. Например, вам говорят, что уже забронирован номер, и нам вот энная сумма не возвращается в связи с тем, что она была предоплачена за бронирование номера там-то, там-то. Нужны подтверждающие документы, то есть должен был быть представлен договор,
с гостиницей, в которой отелем или другим местом, где забронирован номер. И правило этой гостиницы, что именно даже несмотря на то, что отмена происходит более чем, там, допустим, за месяц, там, за 2 недели, за 3 дня, что тем не менее вот эта вот плата какая-то фиксированная, да, за простой номер или планирование, в общем, за бронирование не возвращается. То есть это все должно подтверждаться. Если этих документов нет, мы полагаем, что расходы не подтверждены, и, соответственно, нам должны вернуть денежные средства в полном объеме. То есть написали обращение, попросили вернуть, нам какой-то ответ предоставили. Даже если нам ответ не предоставили, но тем не менее мы представили документы, что расторжение договора обоснованное, что существенно изменились обстоятельства, да, что мы заболели, что мы не можем ехать, да, но, к сожалению, никакой реакции не возымело, мы имеем право не дожидаться ответа, обратиться о расторжении договора в судебном порядке. Не забываем, что мы являемся потребителем, поэтому на нас распространяется закон о защите прав потребителя, поэтому помимо претензий о возврате денежных средств мы также указываем, получается, взыскание штрафа о защите прав потребителя, потому что туроператор нам вот не вернул денежные средства по нашему требованию. Все это излагаем в исковом заявлении и направляем, получается, по месту нахождения приобретения билета, турпутевки, да, то есть, допустим, в своем городе приобретали, указан юридический адрес того агента, который представлял, можно в этот суд и обратиться. Да. Желаем хорошего отпуска, чтобы все было замечательно. Ну, еще и одна вариация отдохнуть – это, конечно же, природа в нашей Якутии. Сейчас такое популярное, конечно, ну, все заняты этим, это сборы дикоросов, в основном ягода. Тем более природа нашей Якутии является кладезем витаминов, в летнее время всех угощает ягодами. Но не стоит забывать, что сбор необходимо начать с момента их полного созревания. Иначе это ведет к повреждению растения. В Якутии самый сезон сбора брусники, а вот кедровый орех без ущерба можно заготавливать не раньше, чем с 25 августа, а в некоторых районах лишь с начала сентября. Напоминаем, что нельзя добывать незрелые кедровые шишки ударами колота или срыванием веток. Это портит кору и ствол дерева. Собирать можно только упавшие шишки. По сбору грибов ограничений нет, однако следует помнить, что при сборе грибов их необходимо срезать ножом на почве у основания гриба или осторожно выкручивать без нарушения лесной подстилки. Отвечаем, что в установленные сроки гражданам разрешена заготовка только для собственных нужд. Чтобы добывать дары леса в коммерческих целях, по лесному законодательству необходимо заключить договор аренды лесного участка. Граждане могут посещать леса и собирать дикоросы беспрепятственно, в том числе и на арендованных кем-то участках лесного фонда. Вот, продолжая говорить про дикую природу, вообще в принципе про природу, предприимчивый пчеловод из армянского села Герес Карпен Чагарян решил помогать людям и создал лечебную комнату с пчелотерапией. В личном автобусе подобной идеи Гереси еще не было. Карлен с большим воодушевлением, собственно, занялся этой идеей. Давайте подробнее узнаем об этом. Обычный будний день для пасечника. Горис Карлен Чагарян осматривает ульи, достает соты и демонстрирует комнату, где все желающие могут подышать медовым воздухом. Как рассказал Чагарян, любовь к пчеловодству передалась ему по наследству от отца. Вот уже более 30 лет армянин погружен в тонкости этого ремесла. После 2020 года мужчина решил оптимизировать пространство и стал перемещать ульи в передвижные автобусы. Я создал первый автобус, подумал, что это очень правильная вещь, затем создал свой второй автобус, чтобы удалось разместить все свои ульи. Создал третий автобус, вновь не хватило места. Создал четвертый и подумал, что этот сделаю по типу больницы. Преимущества автобуса пасеки очевидны. В автобусе температура стабильная. Он изолирован, оборудован, созданы все условия. Работа с пчелами облегчена. На нее не влияют ни ветер, ни температура воздуха, ни дожди. В прошлом мужчина должен был тратить 200-300 тысяч драмов, привлекать 15-20 работников, чтобы перевести улья. Теперь в течение часа без дополнительных расходов Чагарян заводит двигатель и везет автобус-пасеку куда захочет. Получаются благоприятные условия как для него, так и для пчел.
Любой желающий может отдохнуть в моей лечебнице и расслабиться под жужжание пчел. Метод лечения людей пчелами заключается в том, что медовый воздух поступает в пространство, которое закрыто. И в этом пространстве дышат люди, больные астмой, с болезнями сердечно-сосудистой и нервной системы, а также от своих хронических заболеваний. Карлен занимается этим делом для души, а не для заработка, потому что ему хочется помогать больным лечиться без лекарств. Между тем, подобный метод пчелотерапии вызывает интерес не только у соотечественников, но и у людей из России, Франции и других уголков планеты. А лучшее лечение – это, конечно же, всегда профилактика, поэтому организм всегда должен, и рацион должен быть сбалансирован в части восполнения витаминов и прочих полезных микроэлементов. И вот с приходом осени меняется не только погода за окном, но и состояние организма. Мы можем на протяжении многих недель ощущать плохое настроение, упадок сил, быть подвержены стрессу и болезням. И причиной нестабильного состояния часто оказывается осенний авитаминоз, нехватка витаминов, микроэлементов и аминокислот. Их недостаток вполне восполним, важно лишь вовремя его выявить. Чтобы узнать, как проявляется сезонный дефицит витаминов и чем его лечить, об этом расскажет моя коллега Ирина Григорьева. Она побеседовала с врачом-терапевтом высшей категории Викторией Макаровой. Доброе утро. Доброе утро. Большинство сейчас жителей Якутии чувствуют весной, осенью упадок сил. Рано утром очень тяжело просыпаться, вечером, когда приходишь с работы, нет никаких физических сил, чтобы заниматься и домашними делами, и, допустим, еще чем-то. С чем это связано и что такое весенний авитаминоз? Но правильно называется дефицит микроэлементов и витаминов. Почему все-таки происходит такое, что люди испытывают такой дискомфорт все-таки? Потому что мы живем в крайнем севере, у нас очень суровые условия. В этих суровых условиях, чтобы выжить, нам, которые жителям Якутии, нужно очень большое количество энергии, чтобы поддержать наш теплообмен. И витаминов, микроэлементов, макроэлементов, которые жизненно необходимы, так как у нас нет 9 месяцев солнца. Самого главного витамина D. Поэтому весной особенно, когда мы переходим в зимний период, у нас организм истощен. Все знаем, что нужно принимать витамины, но люди начинают сразу бежать в аптеку, хаотично раскупать все поливитаминные комплексы. Но вообще, что нужно сделать? Как проверить свой витаминный статус? Нужно начинать вначале с питания, с правильного питания полноценного. Нужно трехразово питаться, достаточное количество воды употреблять, физическую активность добавить. И, конечно, сдать на витамины. Есть комплекс анализов. Самое главное, я считаю, это анализ на железо, дефицит железа, потому что его у нас практически у многих не хватает, и на витамин D. Если работа кишечника у нас работает достаточно хорошо, то все эти многие витамины, элементы мы можем получать из продуктов питания. Самое главное, важно, что мы забываем, жители Якутии, это наш исконные традиции питания. У нас в основном питание – это белковые, мясные продукты, молочные продукты, от которых мы сейчас, увы, отошли. И много мы употребляем углеводов. Это сказывается очень плохо на наш организм. Поэтому есть такой простой совет, лайфхак, так скажем. Если человек не ест мясо, красное мясо, у него дефицит железа. Сейчас же очень модно стал витамин D. Все начинают его принимать, но опять же там дозировка разная, дозировка, то есть каждому индивидуально же, все-таки его надо принимать или все-таки? В профилактических дозах нужно, обязательно нужно, потому что у нас солнца, как я уже сказала, нету, поэтому в профилактических дозировках для Якутии минимально 5000 считается для взрослого, для детей индивидуально высчитывается по возрасту, по весу, а так 5000 рекомендуется пить постоянно, даже летом. Потому что у нас такого количества солнца нет, и чтобы еще усвоить эти солнечные лучи, мы должны простоять целый час практически, 80% тела открытым. И нужно это сделать до 8 утра. Когда лучи... это сделать в наших непростых условиях. С нашими комарами, Это нужно, поэтому приходится употреблять биологически активные вещества, как витамин D.
Чтобы правильно подобрать дозировку, обязательно нужно сдать анализ. Анализ дается 2 анализа. Это на витамин D25OH, это общий витамин D, и парад-гормон. Это гормон, который активирует витамин D. Витамин D, он нужен для нашего иммунитета, для наших костей, для синтеза наших гормонов, всех гормонов, да, стероидных. Вот. И поэтому это один из важных витаминов. Хотели здесь показать именно скрытую угрозу, потому что сейчас очень много скрытого сахара, и вот сколько кусочков сахара рафинированного, да, входит в кетчупе, в соке, потому что сахар, конечно, вызывает гликацию организма, засахаривание организма. В связи с этим вызывает разные хронические заболевания. И не секрет, что с возрастом, когда мышечная ткань теряется у многих взрослых, у нас есть угроза развития сахарного диабета. Витамины разные. Чтобы один витамин усвоился, нужно ему кофакторы, какие-то микроэлементы, макроэлементы, чтобы он усваивался. Да? Поэтому, чтобы все хорошо мы могли усвоить, первое – это всегда налаживание работы пищеварительной системы. Дальше зависит от приема витаминов. Например, витамин D или жирорастворимые витамины принимаются во время еды, чтобы они хорошо усваивались. Поэтому, когда мы назначаем на основании вот этих всех осмотров, анализов, да, витаминотерапию, мы прописываем всегда во время еды, после еды, до еды, когда утром, вечером, потому что некоторые витамины не соответствуют друг с другом. Одного нужно с утра, одно другое вечером. Известные, да, витамина D, железо, есть еще витамина В. Вот что это за витамины и как нужно их принимать? Витамины группы В – это важные витамины, которые отвечают за работу нашей нервной системы и головного мозга. Да? Поэтому витамины группы В нужно тоже знать свой уровень. Если частые боли мышечные, да, если частые обострения там какие-то болевые, то чаще всего бывает дефицит витамина группы В. И самое главное, здесь я хочу остановиться на витамин В9, который, увы, у жителей Якутии в большом дефиците. Это фолиевая кислота. Оно отвечает за работу головного мозга, за наши когнитивные способности, за нашу память, работоспособность, да, за наш иммунитет также, и за созревание наших клеток отвечает. Вот такой, казалось бы, простой витамин В9, да, но он имеет очень жизненно важный показатель. Он находится только в растительных продуктах, листовых особенно, да. Поэтому, так как мы мало употребляем зелени, у нас у всех дефицит витамина В9. Спасибо вам большое за такую познавательную, интересную беседу ранним утром, да, и желаю всем зрителям здоровья. Теперь будете знать, да, как восполнить витамины, тем более сезон витаминоза вот опять уже наступает, и нужно себя поддерживать в хорошем состоянии. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы готовы рассказать о последних событиях, о последних новостях. Я передаю слово Сергею Михедову. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. В России разработали критерии национального рейтинга отечественных вузов. В Минтруде при содействии Миноборнауки разработали основные подходы к формированию национального рейтинга российских вузов. В нем учтут уровень трудоустройства и востребованность на рынке труда. Напомним, президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума поручил правительству создать национальные рейтинги школ и вузов, учитывающие востребованность их выпускников. В республике продолжается поддержка участников спецоперации и членов их семей. 43 семьи получили матпомощь на газификацию жилого дома. 105 близких родственников военнослужащих получили помощь на санаторно-курортное лечение. 150 членов семей бойцов смогли выехать к месту лечения. Кроме этого, 282 участника спецоперации и 506 членов семьи прошли реабилитацию в медучреждениях. Также бойцы и члены их семей смогут трудоустроиться. Особое внимание уделяют спортивной реабилитации военнослужащих.
Упрощенный порядок ремонта памятников Великой Отечественной войны, которые относятся к объектам культурного наследия народов России, начнет действовать к весне следующего года. Законопроект ранее был рассмотрен в первом чтении, он получил поддержку правительства с рядом комментариев. Второе и третье чтение пройдет в начале осенней сессии. Сегодня даже для минимального ремонта на таких объектах нужно подготовить научно-проектную документацию, провести историко-культурную экспертизу и получить разрешение. Но для простых работ такая процедура затратная. Теперь для проведения реконструкции авторы предлагают ввести особый упрощенный порядок. Движение на проспекте Ленина в Якутске полностью откроют к 8 сентября. Проезд откроют после укладки второго слоя асфальта на участке рядом с кинотеатром «Лена». Об этом сообщил глава города Евгений Григорьев во время осмотра объектов строительства. На перекрестке улицы Дежнева и проспекта Ленина идет укладка второго слоя асфальта. Напомним, проезд к улице Дзержинского на участке рядом с площадью Орджоникидзе открыли 30 августа. Капитальный ремонт центральной улицы в Якутске идет с 2021 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Первый замглавы Минтранса Республики Анатолий Потапов заявил, что дорожникам требуется ускорить темп работ на автодороге Барагон в Усть-Алданском районе. Это необходимо для выполнения плана реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, на автодороге Барагон дорожные работы развернули с 51 по 66 километры. На сегодня подрядчик завершил укладку земляного полотна и дорожной одежды и щебеночной песчаной смеси на 6 километров. Срок сдачи объекта по контракту до 30 октября. Смотреть на мир нужно здоровым взглядом. Праздник зрения в Якутске щедр на важные мероприятия. До 5 сентября во Дворце детства все желающие могут пройти проверку своего зрения. На месте выпишут очки, поставят диагноз, если он есть, и немедленно выдадут направление на обследование уже непосредственно в больницу. Вторым важным событием стал визит генерального директора научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» из города Москвы. На сегодняшний день он осмотрел республиканскую офтальмологическую клиническую больницу и медцентр, познакомился с пациентами. 6 сентября планируется проведение порядка 5-6 операций. Моя миссия сегодня – это проконтролировать данный аспект работы и, соответственно, по просьбе главы республики и главного врача Республиканской офтальмологической клинической больницы Луцкана Ивана Петровича проконсультировать и провести хирургию тяжелую витреоретинальную сложной группе пациентов, которые на сегодняшний момент, я бы сказал, затруднительны в полном, таком лечении по месту проживания, для того, чтобы не было необходимости их маршрутизировать уже или в наш филиал, или непосредственно в Москву. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Спасибо, Сергей. Ну а вообще, кстати, вот в нашем обиходе слово «спасибо» присутствует ежедневно. Его говорят каждый день люди разного возраста, пола, национальности, вероисповедания и даже воспитания. А ведь немногие знают, что выражение благодарности в виде слова «спасибо» произошло в русском языке много веков назад. Сегодня вот разберем это слово вместе с Анной Шкатуляк. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы с вами говорим о речевом этикете. Речевой этикет помогает нам выстраивать нашу коммуникацию в нужном, заданном нами тоне или уметь вежливо выходить из не очень приятных коммуникативных ситуаций. И если человек знаком с речевым этикетом, то ему легче познакомиться, ладить с людьми и избегать и даже улаживать конфликты. Например, такое речевое этикетная формула «спасибо». У него очень интересная история. И происхождение этого слова не имеет, скажем так, одинаковых точек зрения. Так, Владимир Иванович Даль и Максимилиан Фасмер утверждают, что слово «спасибо» возникло от слияния двух слов «спаси» и «бог». Но с этим не согласны староверы, которые утверждают, что это упоминание языческого бога, и поэтому всячески избегают в речи употребления этого слова. Но каково бы ни было происхождение этого слова вежливости,
Давайте все-таки его употреблять как самый нейтральный ответ на выражение благодарности. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Говорят, что привычка благодарить позволяет обращать больше внимания на положительные моменты в жизни, а значит, эта привычка уберегает нас от депрессии или плохого настроения. Для поднятия настроения также можно еще и почитать. Автор книги «Жизнь Пушкина» Ариадна Тыркова-Вильямс более 40 лет своей жизни провела вдали от России. Неудивительно поэтому, что ее книга, первый том, который вышел в свет в Париже в 1929 году, а второй там же почти 20 лет спустя, оказалась совершенно неизвестной в нашей стране. А между тем, это, пожалуй, наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта. Ее отличают доскональное знание материала, изумительный русский язык, порядком подзабытый современными литературоведами. И главное, огромная любовь к герою, любовь, которую автор передает и нам, своим читателям. Всем салют! Меня зовут Максим, и сегодня я расскажу вам про книгу из серии «ЖЗЛ» о Пушкине. Автор Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс. У этой книги удивительная история, потому что писалась она почти 100 лет назад. Работа была произведена в России, но потом ей пришлось уехать во время революции в Англию, в Европу, и в Англии она работала. Поэтому книга была написана в двух мирах, и в России, и в Европе. Разница также была большая в 20 лет между первым и вторым томом, поэтому первый том был написан даже на дореволюционном языке со старой орфографией. И что касается самой книги, то, конечно, у нас в России культ Пушкина. Все знают, кто такой Александр Сергеевич, солнце русской поэзии, золотой поэт, все это прекрасно понимаем. Но Вильямс, кроме того, что ей пришлось опираться в эмиграции на нероссийские тексты, на книги лондонских библиотек, национальных музеев, она произвела огромную работу, которая до сих пор, спустя 100 лет, считается актуальной и глубокой. Потому что здесь мы видим живой образ Пушкина. Ариадна Владимировна опиралась на его дневники, на его черновые записи, на какие-то стихотворения, которые он никуда не отправлял, зачеркивал, перечеркивал. Живой образ Пушкина представлен. Здесь я держу первый том, и здесь молодость Пушкина, и его зрелые годы. Второй том, он более как итог его жизни и последние годы, да, ну и разбор, как вообще случилась эта дуэль. Поэтому я считаю, что возвращаться к истокам и постигать образы известных нам поэтов и писателей, российских, советских. Это важно, чтобы понимать, насколько они живы, насколько они сегодня дышат и являются неустаревающей классикой, являются живыми прозаиками, поэтами со своей историей, а не просто картинкой на стене в классе на уроке литературы. Поэтому я советую вам это монументальное издание Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс «Пушкин». Читайте, любите жизнь. Чтение, на самом деле, одно из таких, наверное, универсальных средств времяпровождения, потому что и полезно, и интересно, да? И как бы словарный запас обогащается, и кругозор расширяется, и, в принципе, время скоротать позволяет. Но если вы обстоятельно любите почитать, то, наверное, для этого подходят лучше всего выходные. Они, конечно же, будут, но сегодня только вторник, нам нужно немножко подождать. Наш эфир подходит к концу. Прежде чем попрощаемся, давайте немножко еще раз вспомним и познакомимся с погодой за окном. Вот прямо сейчас, что там происходит. По данным гидрометцентра, в 6 часов утра в центральных районах Якутии температура воздуха составила 2-6 градусов тепла. В заречной группе от 0 до плюс 8, в южных районах от 0 до плюс 1. В Вилюйской группе от минус 2 до плюс 6, а в Нижнеленских 4 градуса. В западных от минус 1 до 4 градусов тепла, в Колымо-Индигирской группе улусов от 3 до 5, в Янских от минус 2 до плюс 2, на северо-западе от минус 1 до плюс 1. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 3 градуса, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха днем в столице республики максимум прогреется до плюс 18 градусов.
Вот, осень наступает, скоро будет уже и снег, и все, и как бы будем зимовать. Ну, лето обязательно вернется в следующем году, конечно же. Я на этом с вами прощаюсь, дорогие друзья. Не забывайте про наш телеграм-канал, там тоже всегда много всего интересного в течение дня, поэтому подписывайтесь на телеграм, следите за нами. И завтра мы вновь встретимся в это же время, в этом же месте. О многом интересном будем вновь с вами разговаривать. До встречи, хорошего дня!